Напрыканцы студзеня ў вобласці закрыўся сезон палявання на пушных звяроў. Супрацоўнікі абласной інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету праводзілі рэйдавыя мерапрыемствы па выяўленні парушэнняў у сферы палявання, рыбнай ловлі і лесакарыстання, калі паступіў сігнал з Жабінкаўскага района. Яны аператыўна выехалі на место. Собака гонит дикое животное, косулю. Оперативно был организован выезд на место. Было обнаружено убитое животное с собаками, именно косуля сигалеток. Были задержаны охотники в количестве 5 человек, которые, возможно, являются свидетелями данного факта и, возможно, и участвовали в этой организации. На текущий момент времени установлено, что животное было действительно добыто собаками, загнано и убито. Перед этим с использованием огнестрельного оружия данному животному было причинено огнестрельное ранение. По факте палявання, незаконнага выкарыстання собак и нанесенай шкоды навакольнаму асяроддзю у памеры 120 базовых велічынь на браконьеров заведена криминальная справа. Другі факт незаконнага палявання выявлены ў Столінскім районе, где паляўнічыя подстрелили уже дорослую дикую жывёлу – косулю. При этом охотники осуществляли охоту на зайца, опять же, по охотничьим путевкам в охотничьих угодьях Столинской РосРГОБОР. Но в результате охоты ими было добыто указанное мною животное. Данные граждане осуществляли транспортировку добытой косули на гужевой повозке. И при виде инспекции попытались это животное выбросить, что им и удалось. Но через 200 метров были задержаны сотрудниками инспекции, и в отношении них также была вызвана следственно-оперативная группа. Фактаў браканьерства менш не становіцца. Каб аператыўна рэагаваць, ужо некалькі дзён працуе мабільны дадатак, які кожны жадаючы можа ўстанавіць на свой смартфон. За першыя 5 дзён існавання да паслугі ўжо падключыліся звыш 3000 чалавек. Ёсць і першыя паведамленні аб фактах браканьерства. Необходимость данного приложения заключается в том, чтобы наиболее оперативно сообщать государственной инспекции об имеющих место нарушениях законодательства. А также данное приложение сообщает конкретную информацию о месте, собственно говоря, этого правонарушения. В том числе, к примеру, о месте установки тех или иных сетей, о местонахождении туш павших диких животных. Данное приложение позволяет установить координаты местоположения и, соответственно, инспекции выехать и не тратить время на поиски данных правонарушений. То есть инспекция всегда будет знать, куда конкретно ехать, где оно совершается. Соответственно, наиболее оперативно и четко выявлять и пресекать данные правонарушения. Юрий Печур, Олег Завадский, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».